Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы. В сегодняшнем выпуске нашей передачи мы поговорим о семье. Изучим притяжательные местоимения, а также выражения принадлежности, свойственные кыргызскому языку. In today's program, we will talk about our families, as well as study possessive pronouns and possessive expressions that are characteristic of the Kyrgyz language. Итак, сегодня в передаче бүгүнкү телеберүүдө сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. Ё, боёк, оён, коён. Сиздерди биздин студияда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. We're very glad to see you in our studio. Мүмкүн болсо, өзүңүздөр менен тааныштырып койсоңуздар. Please introduce yourselves. Менин атым Крис. Мен Америкадан келдим. Менин атым Акико. Мен Жапониядан келдим. Менин аты Богдан. Мен Кыргызстандыкмын. Менин атым Жюли. Мен Франциядан келдим. Hello, менин атым Хафиз. Мен Чаттан келдим. I brought some pictures of my family. 私も持ってきました. Вы принесли фотографии вашей семьи? Бу менин кызым, аты Хория. Мы тоже. Прекрасно. И для того, чтобы продолжить рассказ о наших семьях, нам необходимо выучить несколько кыргызских слов на эту тему. To talk about your families, you need a few more Kyrgyz words. Саламатсыздарбы. Менин атым Бектен. Мен мектепте окуйм. Сиздерди үй бүлөм менен тааныштырып кетейин. Бул менин чоң апам. Чоң апа, бабушка. Grandmother. Чоң апа, чоң апа. Бул менин чоң атам. Чоң ата, дедушка. Grandfather. Чоң ата, чоң ата. Бул менин тайжем. Эже, тетя, старшая сестра. Aunt. Older sister. Эже, эже. Бул менин апам. Апа, мама. Mother. Апа, апа. Бул менин атам. Ата, отец. Father. Ата, ата. Бул менин карындашым. Карандаш, младшая сестра, сестренка, относительно брата. Younger sister. In regard to a brother. Карандаш, карандаш, сиңди,
Младшая сестра, сестренка относительно сестры. Younger sister, in regard to an older sister. Сингди, сингди. Бул менин иним. Ини, младший брат, братишка. Younger brother. Ини, ини. Байке, брат, старший брат. Brother, older brother. Байке, байке. Бул менин күйім. Күйе, муж. Husband. Гүйе, гүйе. Бул менин аялым. Аял, жена. Wife. Аял, аял. Бул менин кызым. Кыз, дочь. Также означает девочка. Daughter. It also means girl. Кыз, кыз. Бул менин уулум. Ул, сын. Son. Ул, ул. Бала, ребенок. Также означает мальчик. Child. It also means boy. Бала, бала. Бул менин неверем. Невере, внук, внучка. Grandson. Granddaughter. Grandchild. Невере, невере. Бул менин досум. Дос, друг. Friend. Дос, дос. Давайте внимательнее рассмотрим фразу «Это моя мама». Бул менин апам. Let's see the phrase, this is my mother. Бул – это This, менин, моя, my, апа, мама mother, и аффикс принадлежности «м». possessive suffix m. Принадлежность кого-то или чего-то к одушевленному лицу или неодушевленному предмету в кыргызском языке образуется с помощью прибавления к существительным аффикса принадлежности. The belonging of somebody or something to another person or thing in Kyrgyz can be expressed by adding to the noun stem some possessive suffixes. Например, аффикс «м», присоединяемый к слову «апа», передает значение ее принадлежности к первому лицу единственного числа – «моя мама». For example, the suffix m, which follows the word apa, shows the belonging of her to an object in the first person in singular form, that is, my mother. Если корень слова заканчивается на гласную букву, как, например, в слове «апа», присоединяется «м». Если на согласную, между ними ставится еще одна гласная, например, «кыз», «кызым». If the stem of a word ends in a vowel, as in the word apa, it adds the suffix m. If it ends in a consonant, there's another vowel between them, for example, kız, kızım. В этом случае притяжательные местоимения, как «менин», «сенин», «мой», «твой», могут опускаться, поскольку эти аффиксы, присоединяемые непосредственно к существительным, уже передают, к какому лицу принадлежит предмет. In this case, possessive pronouns like menin, senin, which mean my and your, can be dropped because the suffixes added directly to the nouns already show to whom this object belongs. А теперь посмотрим фотографии. Bagdan, bul kim? Это моя сестра. Бул менин эжем. Akiko, bul kim? Бул менин сиңдим. Бул ким? Бул чоң апам. А как сказать твоя сестра, твой брат? Давайте посмотрим на экран. Let's watch. Менин, мой, моя, мое, мои. My, Менин, менин. Сенин, твой, твоя, твое, твои. your, Сенин, сенин. Сиздин, ваш, ваша, ваше, ваши. Вежливо в единственном числе. your, polite in singular form. Сиздин, сиздин. Анын, его, ее. His, her, its. Анын, анын. Биздин, наш, наша, наше, наши. Our, Биздин, биздин. Силердин, ваш, ваша, ваше, ваши. Во множественном числе. your in plural form. Силердин, силердин. Сиздердин, ваш, ваше, ваше, ваши. Вежливо во множественном числе.
your, polite in plural form. Сиздердин, сиздердин, алардын, их. Their, Алардын, алардын. Они в кыргызском языке отвечают на вопрос кого, чего, чей и образуются от личных местоимений путем присоединения к ним аффикса родительного падежа «нын». they answer the question whose and can be made by adding to personal pronouns the genitive suffix case n. Он имеет следующие фонетические варианты. It has the following phonetic variations. Если слово заканчивается на гласный звук, к нему присоединяется аффикс «нын». If a word ends in a vowel, it takes the suffix n. Если на звонкую согласную, присоединяется «дын». If a word ends in a voiced consonant, it takes the suffix dn. Если слово оканчивается на глухую согласную, присоединяется «тын». If a word ends in a voiceless consonant, it takes the suffix tn. Они могут употребляться со следующими аффиксами принадлежности, которые присоединяются к существительным. They can be used with possessive suffixes which follow nouns. Как мы уже сказали раньше, если существительное оканчивается на гласный звук, то в первом лице единственного числа к нему прибавляется аффикс «м». Если на согласную букву, между ними ставится еще одна гласная. Например, «апа» – «мама», «апам» означает «моя мама». «Кыз» – «дочь», «кызым» – «моя дочь». As we said before, if a noun ends in a vowel in the first person singular form, it takes the suffix m. If it ends in a consonant, there's another vowel between them. For example, apa, mother, apam, which means my mother, kız, daughter, kızım, my daughter. Во втором лице единственного числа употребляется аффикс «н». Например, «апан» означает «твоя мама», «кызың» – «твоя дочь». In the second person singular form, we can use the suffix ng. In this case, apang means your mother, kızың – your daughter. Вежливо будет «ңыз», «апаңыз» – «ваша мама», «кызыңыз» – «ваша дочь». In polite singular form, it would be ngız. Apаңыз – your mother, kızыңыз – your daughter. В третьем лице единственного числа употребляется после гласной аффикс «сы», а после согласной просто гласная «э». Например, «апасы» передает оттенок «его» или «ее мама», «кызы» – «его» или «ее дочь». In the third person singular, after a stem with a vowel, we can put the suffix s, or just a vowel u, if a word ends in a consonant. For example, apası shows a shade of meaning, his or her mother. Kızı, his or her daughter. В первом лице множественного числа употребляется аффикс «быз». Например, «апауыз» выражает значение «наша мама», «кызылыз» – «наша дочь». In the first person plural form, suffix biz is used. Apabız expresses the meaning our mother. Kızыбыз, our daughter. Во втором лице множественного числа после существительного ставится аффикс «ңар». Здесь могут употребляться и левое, и правое крыло фонетической пары. Например, «апаңар» означает «ваша мама», имеется в виду мама нескольких людей, «кызыңар» – «ваша дочь». In the second person plural, a noun is preceded by the suffix ngar. Here we must use the left and right wing of a phonetic pair. For example, apаңар, your mother, means mother of several people. Kızыңар, your daughter. В вежливой форме множественного числа употребляется аффикс «ңыздар», «апаңыздар», «ваша мама», «кызыңыздар», «ваша дочь». In polite plural form, there's a suffix ңыздар. Апаңыздар, your mother. Kızыңыздар, your daughter. Аффикс принадлежности третьего лица множественного числа образуется так же, как и в единственном числе. Алардын апасы – их мама, алардын кызы – их дочь. The possessive suffix in the third person plural form can be made as well as in the singular form. Alardın apası, their mother. Alardın kızı, their daughter. Если существительное оканчивается на гласные «к» или «п», то при присоединении аффиксов принадлежности эти звуки смягчаются на «г» или «б». Например, «калпак» – «калпагым»,
Кесип, кесивин. If a noun ends in consonants ka or pe and adds the possessive pronouns, it becomes softer like g and b. For example, kalpak, kalpagum, kesip, kesibim. Давайте повторим слова сегодняшнего урока. Let's repeat the words from today's lesson. Булгим. Bu bekten. Абдан жакшы. А булгим? Это его мама. Это бул. Его анын, мама апа. И аффиксы. Бул анын апасы. Oh, this is his grandfather. This, bul, his, anın, grandfather, çonata, and the suffix sı. Bul anın çon atası. Был анын эжеси, жана карындаши. Bu anın atası. чоң апасы. Это друг героя. Бул баланын досу. A bul menin öybülüm sürütü. А был сиздин апаңызбы? O, menin apam. Сиздин апаңыздын аты ким? Apamdın adı Barbara. Anın kesibi kayısı. Al kızmatçı. Кыргызское слово «сюрет» означает «картина» или «фотография». The Kyrgyz word «сюрет» means a picture, a photo. Bul kimdin sürütü? Бул менин сүрүтүм. А как сказать кратко, это мое? Yeah, how to say shortly, it's mine. Для этого существует специальная форма, которая употребляется самостоятельно, без существительных. И означает «это мое», «это твое». There's a special form that are used independently of nouns. They express the meaning it's mine or it's yours И образуется с помощью аффикса «нк». and can be made by adding the suffix lık, Миники – мой, mine, миники, миники, сеники – твой, yours, сеники, сеники, сиздики – ваш, вежливо в единственном числе, yours, polite, сиздики, сиздики, анаке – его, ее, his, hers, анаке, анаке, биздики – наш, ours, биздики, биздики, силердики – ваш, во множественном числе, yours, plural form, силердики, силердики, сиздердики – ваш, вежливо во множественном числе, yours, polite in plural form, сиздердики, сиздердики, алардыки – их, theirs. алардыки, алардыки. Bul kimdiki? Это мое. Бул меники. Это чье? Бул кимдеки. Oh, it's mine. Bul miniki. And this is yours. A bul siniki. Oh, rahmat. Бул сүрөт сиздики би? Oba, bul meniki. Был сүрөтү сиздики би? Жоқ, bul meniki emes. Anlıkı, kristiki. Ah, çon rahmat. Al emin bul sürüt, bizdiki. Кыргыз тилинин соңку сабагы аягына келип калды. Подошел к концу очередной урок кыргызского языка. Unfortunately, we've come to the end of our lesson. Good luck. Мы желаем вам успехов. Sizlerge iyilik